Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как прямо за рулем внедорожника умер водитель. Вот правое колесо, по-моему, уперся там, и он буксовал, из-за этого, наверное, буксовал. Неуправляемый автомобиль остановила только архитектурная конструкция. Ценой одной жизни и здоровья 4 человек. У меня погиб ребенок из-за того, что вот какие-то мелочи не предусмотрены. Пешеходный переход на улице Гаврилова оборудовали искусственными неровностями. А также 3 уроженцев ближнего зарубежья задержали полицейские по подозрению в совершении грабежа и разбоя. Что забрали? Телефон, часы, кольцо. Чем еще они зарабатывали себе на жизнь? Это и не только прямо сейчас. Умер за рулем. Сегодня утром десятки очевидцев стали свидетелями аварии на проспекте Мира в Нижнекамске. В утренний час пик внедорожник выехал на разделительную полосу движения и врезался в стелу. Конструкция и остановила автомобиль. К месту ДТП прибыли 2 кареты скорой медицинской помощи. Агуль Батрудинова узнала, что спасти водителя не удалось. Врачи больше часа боролись за жизнь водителя, но спасти его не смогли. Как внедорожник врезался в металлическую стелу на кольце на проспекте Мира в Нижнекамске, видели десятки людей. Авария произошла в утренний час пик. Вот правое колесо, по-моему, уперся там, и он буксовал, из-за этого, наверное, буксовал. Очевидцы аварии говорят, если бы не стела, автомобиль выехал бы на встречную полосу, а так Nissan больше никого и ничего не задел. Учитывая габариты данной автомашины, учитывая стелу, учитывая повреждения автомашины, что водитель ехал с разрешенной скоростью, но, к сожалению, мы, как еще раз говорим, предположительно, только из-за состояния здоровья он совершил наезд на данную стелу. Причины сейчас должны установить следователи. Версии, что водителю стало плохо за рулем, придерживаются и медики. В автомобиле мужчина находился один. По предварительным заключениям, которые мы можем для себя сделать, что водитель умер до момента наступления ДТП. Видимо, стало просто плохо ему, внезапная остановка сердца. Скончавшемуся был 51 год. Мужчина был известным в городе спортсменом, мастером спорта по вольной борьбе. Айгуль Бадрудинова, Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Форд и Рено Дастер столкнулись ранним утром на улице Рихарда Зорге. Оба автомобиля двигались параллельно. По предварительной версии, авария произошла в момент, когда французская иномарка, приближаясь к светофору, начала поворачивать налево. После касания с Фордом Рено отбросила на металлические ограждения, а затем и на тротуар. Прохожие успели разбежаться, впрочем, без пострадавших не обошлось. Пассажирка Рено в состоянии средней степени тяжести была доставлена в больницу. Свою вину в произошедшем никто из участников ДТП не признал. Hyundai Solaris врезался в мачту городского освещения на улице Мира. Несмотря на сильные повреждения иномарки, ни водитель, ни пассажиры машины не пострадали. С места происшествия Ленар Гинатуллин. Резина вот начало яма попал, а они по этой яме вот так потянул сюда. Водитель и 2 его пассажира – уроженцы Турции. В Казани живут не первый год, дороги, уверяют, знают досконально. Вероятно, это и сыграло с ними злую шутку. Яму в асфальте на улице Мира водитель Hyundai встретить явно не ожидал. Влетев в нее передним колесом, автомобиль стал сильно тянуть в сторону обочины. Он испугался, чтобы вправо не вылететь, рулил налево. А на встрече КамАЗ опять направо попал в стоп. Дальше иномарка ехать уже не могла, и ни водитель, ни пассажиры, к счастью, серьезных травм не получили. Хотя мужчина, сидевший за рулем, жаловался на боли в шее. К медикам обращаться не стал, впрочем, и автоинспекторов решили не вызывать. Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Беременная автоледи за рулем Hyundai Getz протаранила дорожный знак на улице Нурсултана Назарбаева. Женщина не вписалась в поворот. К счастью, она не пострадала, однако ее автомобиль потерял возможность самостоятельно передвигаться. Пешеходный переход на улице Гаврилова, где за 2 недели под колеса автомобиля попали 5 человек и 1 ребенок погиб, сегодня оборудовали искусственными неровностями. Теперь водители вынуждены будут снижать здесь скорость. Айрат Назипов поговорил с отцом погибшего мальчика и узнал его мнение об этих изменениях. У меня погиб ребенок из-за того, что вот какие-то мелочи не предусмотрены. Сейчас ему только и остается надеяться, что больше трагедий здесь не будет. После гибели его сына и наезда здесь же на женщину с дочкой, о мелочах, ограничивающих скорость машин, у этого перехода подумали.
Вечер 9 октября. Бабушка, дедушка и их 4-летний внук шли со стоянки домой. Как потом сказал 22-летний водитель Мерседеса, людей он не видел. Дорога темная, шел дождь. Видимо, о том, что новую ровную дорогу захотят перейти люди, не думал. Услышал только удар, когда снес всех троих прямо на пешеходном переходе. Мальчик скончался в карете скорой помощи. Мужчина и женщина до сих пор в больнице. 17 октября тут же под колеса Рено попала женщина с 5-летней дочерью. Получили ушибы и переломы, но остались живы. Водитель признался, смотрел на маневры машин, людей не заметил. В автоинспекции решили страшную тенденцию переломить. Теперь у перехода с каждой стороны искусственные неровности. Я рад, что сделали неровности, потому что если бы они были раньше, тогда бы Адриан, скорее всего, не погиб. То есть, в принципе, сделано ярко, но что расстраивает, то что таких мест очень много. Вот буквально, если посмотреть туда, на 500 метров пройти, там вот точно такое же, по сути, место, тоже нерегулируемый пешеходный переход. Менять инфраструктуру нужно, но только этого мало, говорят в автоинспекции, если не прививать культуру поведения на дороге с самого нежного возраста. Для этого на тротуаре около пешеходного перехода будут нанесены надписи. Инспекторы напомнили детям, как правильно переходить дорогу, и рассказали о важности световозвращающих элементов на одежде. При переходе дороги нужно обязательно посмотреть налево и направо, убедиться в том, что автомобили остановились, только потом можно переходить. Также при переходе дороги в темное время суток надо обязательно носить с собой светоотражающие элементы, чтобы быть лучше заметным на дороге. Напомнили и водителям, что на дороге они не одни. Так как у нас законопослушный водитель, наши помощники с отряда ЮИД хотят вам вручить памятку. Держите. К слову, за 9 месяцев в Казани под колеса автомобилей попали больше 450 человек. 24 пешехода погибли, каждый второй на пешеходном переходе. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Трагедией завершились посиделки с алкоголем в Набережных Челнах. Как установило следствие, 55-летний житель Автограда распивал спиртные напитки в компании приятелей и знакомых в квартире одного из домов 45-го комплекса. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина ударила потерпевшего по носу. Мужчина потерял сознание, после чего его вынесли за пределы квартиры, где и бросили. Впоследствии он был найден мертвым возле мусорных контейнеров. Согласно результатам проведенного исследования, его смерть наступила в результате повреждений носа, повлекшего обильную кровопотерю. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Троих уроженцев ближнего зарубежья задержали полицейские по подозрению в совершениях грабежа и разбоя. Молодые люди, как выяснили стражи порядка, работали по заранее спланированному плану. Один развозил двух других на арендованном автомобиле. Пассажиры же были в роли исполнителей. Нападали и забирали ценности. За 2 дня они ограбили 22-летнего бармена одного из ресторанов Казани и 27-летнего колумбийца, студента КФУ. Причиненный ущерб составил чуть менее 40 тысяч рублей. Что им за это грозит, знает Диляра Юсупова. За что задержаны? Пацанам грабили. Задержанные рассказали полицейским, как они ограбили молодого человека на улице Краснококшайская. Чтобы устрашить свою жертву, с собой взяли нож. Действие свое вид холодного оружия возымел, и нападавшие получили желаемое. Что забрали? Телефон, часы, кольцо. Куда дели? Друзьями оставил. Ущерб, нанесенный 22-летнему бармену, составил более 13,5 тысяч рублей. Подозреваемых задержали спустя сутки, установив автомобиль, на котором они передвигались. На момент допроса задержанные еще не догадывались, что полицейские знают о них больше, чем им кажется. В ходе дальнейшей работы была установлена их причастность к грабежу, совершенному также ночью 13 октября на территории отдела полиции Вишневский. В правоохранительные органы обратился 27-летний потерпевший. Потерпевшим оказался 27-летний колумбиец, студент первого курса КФУ. Он рассказал, что его посадили в машину и увезли в сторону лесопосадки в районе улицы Подлужная. Там избили и отобрали ценности на сумму около 25 тысяч рублей. Полицейским задержанные рассказали, что работали по четкому плану. Один развозил всех на арендованном автомобиле, двое грабили людей. Также стражи порядка выяснили, что они хотели покинуть пределы города. У них уже были забронированы билеты в Москву. Но вместо Первопрестольной им пришлось отправиться в следственный изолятор. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям грабеж и разбой. Диляра Юсупова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.